Здравствуйте, друзья наши дорогие, постоянно слушатели на месте, Рима, Ольга, Наталья. Поэтому хоть нас и немного, но можно начинать, потому что наша сила, она не в количестве, а в постоянстве. Вот. Вообще это очень важно перед Богом, постоянство, постоянство. Потому что бывает так, что человек вот начинает, например, ходить в храм и проявляет усердие больше в количественную сторону. Ну, например, спрашивает, а можно ли еще по понедельникам поститься дополнительно, да? А вот мне мало обычных молитв. Можно ли там, дополнительно кафесты, каноны читать? Вот. И даже иногда человека сдерживаешь, потому что он ломается потом, исчезает. Думаешь, а где уже вот он был? Помню, приходил как-то один парень, он был такой рьяный борец против абортов. Вот он говорит, да вы что, это же самая главная проблема, которая только существует в России. Это вот нам надо сейчас все силы на нее бросить. Мы его там с другим священником так немножко успокаивали, говорим, ну хорошо, хорошо, мы не спорим, давайте, ладно. Давайте потихонечку начнем, давайте вот с чего-то, с малого. Вот что мы сейчас можем с вами сделать вот конкретно. Такой небольшой план наметили. Ну, в общем, он через несколько недель исчез, и все, совсем с концами. То есть на телефон не отвечает. Вот. Хотя даже когда мы ему давали предложение, он говорит, да это мало, это надо вот... Почему у нас нет отдела целого в епархии по этой проблеме? Я говорю, ну подождите, нам хотя бы просто семейный отдел бы создать, а он бы уже в рамках общей деятельности семейной занимался бы этой проблемой. Он говорит, нет, эта проблема требует специального отдела. Вот. И исчез человек. Исчез. Вообще ни на звонки не отвечает, не приходит. Даже то малое, что обсуждали, предлагали, даже это не сделал. Вот так же и в духовной жизни похоже происходит. Вот как растение, да, сейчас удачный период, сейчас многие как раз дачам силы свои посвятили, а вот что там на даче? Посадил, оно и растет. Сколько ты не сиди над этим растением, оно от этого быстрее расти не будет. Чем больше его будешь терзать, тем оно наоборот может неосторожно вырвать, и все, и нет растения. Да? Вот мы этот совет часто даем, когда спрашивают, скажем, в отношении детей, да, вот как правильно поступать, как правильно воспитывать детей в вере. Или вот очень страшный вопрос, я его боюсь, когда задают, как привести мужа к Богу. Вот это все. Если вопрос так поставлен, то сразу хочется мужа спасти. Все его будут к Богу приводить. Потому что к Богу-то привести никого невозможно. Человек может к Богу прийти сам. Ты можешь поделиться путем. Если ты этот маршрут пошел, ты можешь поделиться, можешь рассказать. А привести, это значит кого-то вот за собой тащить. Поэтому вот такая умеренность важна, разумность и постоянство. То есть, как вот в книге Апокалипсиса сказано, держи то, что имеешь. Держи то, что имеешь. То есть вот завоевал какой-то участок, ну, например, научился молитвам, да, вот утренней, вечерней молитвы научился, держи то, что имеешь. То есть не хватайся сразу за больше. Ну, хотя бы полгодика, годик, там, месяцок. Вот читай постоянно, если думаешь, что сможешь больше. А потом приложится. Кто имеет, тому даст и примножится. Помните, да? А кто не имеет, у того отнимется и то, что думает иметь. Вот. Так же и пост. Вот. Почувствовал сладость поста, как мы молимся в молитве, да, за пьющих, например. Даруем познать сладость воздержания поста. Почувствовал сладость поста. Держи. Держи. Вот хотя бы годовой круг поста пройди полностью. Потому что времена года-то разные. Осень, весна, разное настроение, разный обмен веществ, разные солнечной энергии и так далее. Да? Вот пройди все. Великий пост, рождественский пост, успенский, однодневные посты, полностью посты, когда весь день пища не вкушается, если можешь. И тогда уже заводи разговор, скажем, о дополнительном дне поста и так далее. А вот сегодня вот это непостоянство как-то стало бросаться в глаза. Оно меня очень огорчает, надо сказать. Очень огорчает, вот, когда человек приходит и уходит. Обещает и не делает. Да. Берется за что-то и бросает. Вот, мне кажется, перед Господом вот очень важно быть верным даже до смерти. Важно до смерти. Да? Вот верность своему приходу, своему месту в храме, да, своему послушанию. Вот то, за что берешься, да, своей теме, которую ты разрабатываешь. Вот берешься за тему, ты разрабатываешь. Вот я сегодня представляю вам Дениса Владимировича Сузьяна. Вот он верный своему делу вот, в стремлении соединить науку и веру. Вот, потому что он человек, имеющий образование историческое. Вот, мы с ним давно общаемся, обсуждаем разные темы. Интерес у него широкий, он
и с социологией соприкасается иногда, и с историей по своей главной специальности, и экономикой интересуется. Вот. И пытается найти, как вера проявляется в науках. И вот он генерирует, то есть создает разные идеи, подает идеи, вот, и мы иногда вместе их осуществляем. Вот это, сегодняшняя наша беседа, это как раз его идея. То есть он сказал, говорит, не написать ли нам статью «Иисус Христос как учитель», вот, вообще, вот, как педагог. Каков он как педагог? Мне всегда тяжело за что-то новое браться, потому что это всегда нагрузка, такое начинание. Но я вот подумал, пообсуждали мы, и вот родилась статья. То есть мы вместе писали. Сначала Денис написал на 150 страниц материала. Вот, и вот уже была не статья, а целая книга. Все, что знал. Да, все, что знал, все, что нашел, все вот, собрал. Ну, а потом уже как скульпторы, знаете, да? Скульпторы они как. Берешь глыбу и все лишнее отсекаешь, вот и ничего сложного в скульптуре, оказывается, нет. Мы стали отсекать все лишнее, и вот получилась такая статья большая, мы ее опубликовали, вот, потом сделали из нее краткую версию, тоже подали в материал конференции, вот она вышла. Представляли ее на конференции в Усть-Куломе, вот, еще где-то докладывали. В СГУ? В СГУ, да, на конференции. Ну вот и сегодня в нашем теплом кругу мы говорим о нем. Ну еще и по традиции, в качестве вступления, я скажу еще одно. Мы всегда затрагиваем сегодняшний Евангелие, да, потому что человек должен жить в ритме церкви. Вот это прямо как аксиома. Вот если он хочет быть с Богом, если он хочет спастись, да, он должен войти в церковь. И он должен, скажем, поститься не как ему хочется, а как учит церковь. Вот ему захотелось поститься, он приходит, допустим, и говорит, я постился. Ему священник говорит, а в эту неделю нельзя поститься. Тебе наказание за то, что ты постился. Почему? Потому что у нас пасхальная неделя, у нас нет сейчас поста. Вот. Ты плохо сделал, что постился. Вот. Или он приходит, например, и говорит, батюшка, благословите, вот мы тут, там у нас семейная встреча, мы там собрались на кладбище. А священник говорит, нет, на кладбище нельзя. Почему? А потому что, до радости на кладбище не ходят. Ну и что годовщина. Ну, дома соберитесь, отметьте, попойте Христос воскрес из мертвых. На кладбище потом после радуется. Вот. Или наоборот, не постишься, приходишь, как это не постишься? Как это ты не постишься? Ты что? Все постятся. Видишь, все в черном, все плачут, все на коленях. Надо плакать. Как ты не хочешь плакать? Надо хотеть. То есть плакать и радоваться это не только эмоция такая, вот настроение, которое приходит или уходит, а это волевое усилие. Это волевое усилие. Вообще любовь во всех ее проявлениях это волевое усилие. Радоваться, надо как бы заставлять себя радоваться. Да, вот апостол говорит, всегда радуйтесь. То есть это надо прям себя настроить на радость, найти радость. Вот хочешь, не хочешь. Найти те точки, как бы, те грани радости, те жизненные обстоятельства, которые можно постоянно радоваться. А радоваться можно всему. И попробуйте, и хорошим попробуйте, и плохим обстоятельствам, и хорошим, потому что все обстоятельства нас учат чему-то, прибегают к какому-то духовному росту. Да, вот об этом сегодня как раз Евангелие о расслаблении. Да. Человек, который какую-то вел греховную жизнь. Подробно не знаем какую, но грешит. Да. И Господь его исцеляет, тот ждал исцеления возле овечьей купели, как известно, в Иерусалиме. А Христос его спрашивает, хочешь ли быть цел? То есть здоров. Здоров. Но цел это не просто здоров. Цел это слово, которое является однокоренным по отношению к слову цель. Человек становится цельным, когда он имеет цель, когда он двигается к цели. Вы, наверное, все это замечаете. Да? Вот когда бежишь на беседу, например, православную беседу в Национальной библиотеке, то время поджимает, у тебя есть определенная цель, скажем, прийти не позже 2. И ты уже что-то лишнее откладываешь. Так, это я сделаю потом, это вообще можно не делать, это я сделаю быстро. Вот, и ты собираешься вот в одну единую цель. А если у тебя такой цели нет, допустим, если ты не идешь ни на службу, ни на беседы, что у тебя какое-нибудь минутное дело, оно может растянуться на 30, на 40 минут. А к нему цепляется еще что-то, и вот так вот весь день проходит, и ты становишься не целым. Тебя какая-то новость увлекла, тебя какой-нибудь разговор
смутил. Вот. Вот это грех. Это грех так действует. То есть, когда человек теряет из вида Бога, когда он забывает о том, что действительно надо любить, надо радоваться, надо служить Богу, надо смиряться, надо и к Богу идти, проявляя волю, он совершает грех. Потому что тогда любая другая сила, сила сластолюбия, сила тщеславия, сила денежного, да, обладания, она легко человека к себе привлекает. Потому что нет противовеса. Нет противовеса. Ну, всем хочется жить хорошо, сладко, да? Ну, всем вот раз, и оно к тебе притянуло. Только когда ты к Богу идешь, ты понимаешь, что это второстепенно, это промежуточно, да? Это не цель. Вот. Человек совершает грех. Ну, а плоды греха мы уже знаем. От пьянства цирроз печени, от, допустим, от травмы паралич, от гнева больной желудок. То есть болезни, в принципе, они связаны с грехами. Иногда и явным образом. Иногда прям это видно. Ну, вот некоторые грехи, они связаны с соответствующими телесными недугами. А иногда менее заметно. Иногда менее заметно. Иногда болезнь бывает Божьим наказанием. То есть вроде напрямую нет, а вот Господь посылает. Иногда болезнь бывает испытанием. Потому что грешны-то мы все, вроде человек святой, как Паисий Святогорец, а Бог все равно посылает болезнь. Иногда болезнь бывает наследственная. Да? Человек явно не мог сам согрешить. Это не его личная вина. Но мы же все друг с другом взаимосвязаны. Поэтому про Христа сказано, что он муж скорбей, изведавший болезни. То есть он несет болезни за нас. Он понес наши болезни. Он безгрешен, но он несет наши болезни, потому что он стал как один из нас. Да? По своему воплощению. Хочешь ли цел быть? То есть, а хочешь ли быть целым? Это вопрос не просто, хочешь ли быть здоровым? Ну, кто не хочет быть здоровым? Все хотят быть здоровым. Вот. Хотя, надо сказать, что все да не все. Да. Все да не все. Потому что иногда очень выгодно быть больным. Что значит быть больным? Больным это можно не ходить на работу. Больным, значит, это можно получать дополнительное внимание к себе. Больным это значит, с тебя меньше спрос. Ну и много вообще, очень много другого. Да? Больным это можно себе как раз вот все позволить. Я же болею, да, вот как бы так человек себе говорит. Да иногда человек может болеть, жить параллельно болезни. То есть болеет, но он совершенствуется. Болезнь не мешает быть полноценным человеком. Да, вот Денис очень важную мысль говорит, он сегодня подробно нам я тоже разъяснял, что если ты в болезни будешь замыкаться, вот скажешь, что это не жизнь с такой болезнью, да, допустим, с параличом, то действительно и жизни тогда нет. А вот мы вспоминали сегодня преподобную мученицу Марию Гатчинскую, которая лежала с болезнью Паркинсона. Она не то что двигаться не могла, любое прикосновение даже к кровати, на которой она лежала, вот неосторожный толчок по кровати причинял ей боль и страдания. То есть такая у нее была, такое телесное состояние. Вокруг нее собралась целая община, вот, и люди приходили к ней за утешением. И она могла несколькими словами человека от тоски, от уныния, ситуации потери близкого, она могла повернуть к радости, к мужеству, к решимости служить Богу и идти там, вплоть даже до смерти. Вот такой у нее был дар. То есть человек, настоящая жизнь заключается не просто в телесном здоровье. Вот такая мысль. Да? Но быть цел – это еще кое-что. Это значит, хочешь ли служить. Хочешь ли служить. Потому что если тебе много дано, с тебя много и спрашивается. Если тебе даются силы, и ты хочешь быть целым, значит, ты уже не можешь потом вот так встать и пойти жить в свое удовольствие. Ты должен быть как тот из 10 прокаженных, который вернулся благодарить Бога. Ты должен, как Мария Магдалина, пойти за Христом. Да? Вот. Из тебя изгнали бесов, и ты... Для чего мы исцеляемся? В молитве об исцелении говорится об этом очень хорошо. Дарую церкви твоей, благоугождающую, творящую волю твою. Это уже какая-то ответственность. Ответственность всей своей жизнью. Да. Отдача. То есть ты как бы должником становишься. Да? Но ты не просто долг отрабатываешь, а ты чувствуешь в исцелении Божью любовь. И ты хочешь в этой любви жить, нести ее другим. Такая вот нравственная высота. Он исцеляет этого человека, а человек вместо благодарности отвечает, как мы разбирали, он отвечает, ну не предательством, но каким-то вот какой-то небрежностью, такой неосторожностью. Он
чувствует, что люди недовольны тем, что он в субботу несет эту постель, да, его как бы упрекают, что тебе не надо нести постель. Говорит, человек, называемый Иисус, сказал мне, возьми свою постель и ходи. Как бы перекладывает, да, на Иисуса Христа. Да. Вообще выдает его. Выдают. Очень целительно. Да, то есть не вступает в диалог, то есть, а что в этом плохого? Как слепорожденный. Слепорожденный там уже там гораздо более сложный диалог. А здесь вот просто, человек мне сказал, и все. А я что? То есть моя вина какая? А Господь его предупреждал, что впредь не греши. Кстати, по преданию, вот этот расслабленный, он потом ведь был одним из тех, кто издевался над Христом. Есть такое. Может, из апокрифических Евангелий, но где-то я слышал, читал, что он может быть даже из тех, кто потом вот бил его. Понимаете? То есть настолько человек переменчив. От детской чистоты к греховной жизни. От греховной жизни через болезнь к смирению. От смирения к исцелению, но исцелению не благодарному, исцелению для себя. Да? Христос предупреждает, что будет с тобой чего хуже. Смотри, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Больше не греши. То есть не уклоняйся от этой цели. Не уклоняйся от Бога. Вот. Ну вот теперь, это сделав такое вступление, мы уже, собственно, можем говорить о нашей главной теме. Иисус Христос как учитель. Когда мы обсуждали эту статью с некоторыми людьми, к нам был задан такой вопрос. А вообще правомерно ли так вот говорить Иисус Христос как учитель? То есть вы пытаетесь в нем увидеть черты педагога, его учительское служение. А можно ли так делать? Не теряется ли здесь благоговение по отношению к Спасителю? Да? И мне кажется, мне даже пришлось это долго спорить и доказывать, мне кажется, что не теряется. Что мы в нем одновременно видим и Бога непостижимого, но мы видим в нем и Сына Человеческого. В Евангелии часто называется он просто по имени. Мы говорим всегда Иисус Христос, а в Евангелии просто говорится, допустим, Иисус. Вот это пребывание в нем полноты божества телесно, оно много раз подчеркивается. И совершенство человеческой природы. В нем все сокровища премудрости и ведения сокрыты. Все сокровища премудрости. То есть все таланты. Понимаете, у нас разные таланты, да? Кто-то пишет, кто-то поет, кто-то машины ремонтирует, кто-то на войне свои способности проявляет. То есть у каждого свои таланты. А вот во Христе все таланты вместе. Все. То есть в нем полнота человеческой природы. Поэтому я думаю, что такую благородную профессию, как учитель, конечно, можно и нужно в нем рассмотреть. Вот когда я писал свой вариант этой статьи, мне интересно было узнать Иисуса Христа как учителя с чисто человеческой точки зрения. Как он относится к своим ученикам, к своим гражданам, что он уважает традиции, семейные какие-то обряды и традиции, их занятия, например, богами, все ученики. То есть как он поведет себя как человек, и в этом как учитель. Это была моя задача в моей части, когда я писал свою редакцию нашей статьи. То есть, если бы мы увидели в нем только Бога, то мы не могли к Богу прийти, потому что Бог для нас непостижим. Мы другой природы. Но наша вера в том, что Иисус есть и Сын Божий, и Сын Человеческий. Бог, ставший человеком. Поэтому мы, подражая Ему, соединяясь с Ним, исполняя Его заповеди, мы соединяемся с Богом настолько, насколько это возможно для человека. Что мы в нем видим? Вот теперь уже именно как учитель. Как учитель. Во-первых, что он ничего не делает от себя. Много раз он подчеркивает, что я не сам от себя пришел, но он, то есть Отец, послал меня.
вот это вот смирение понимание того, что можно говорить и делать только то, что идет свыше. Это очень важный момент для каждого педагога, потому что всегда у педагога есть соблазн стать таким маленьким кумиром. Да? Вот я так говорю, и все, вот я как будто последняя инстанция. Да? А Иисус говорит, что тот, кто ищет славы себе, тот не истинен. Что я пришел во славу Отца. То есть он прославляет Отца. Отец прославляет Сына. Он не своей славы ищет. Поэтому апофеозом служения Христа становится распятие на кресте. Полное обесславливание перед людьми. То есть от человеческой славы он отказывается. Он избирает вот эту смерть не просто мучительную, а смерть позорную. Повешенный на древе считался проклятым. При входе его в Иерусалим люди, конечно, его встречают, а он плачет. То есть он понимает, насколько вот эта слава человеческая, насколько она не тверда, насколько она мимолетная. Тщетно, да, тщетно. Поэтому не ищет славы себе. Этот же принцип, он ложится вообще в основу церкви. Почему церковь такая живучая, почему она такая бессмертная, непобедимая? Потому что она построена на служении. Недавно я услышал строчки стихотворения, не нашел их полностью, заканчивается так. А мы попробуем спаять его любовью, и там увидим, что прочнее. В предыдущих строчках говорится, что люди строят союз насилием и кровью, да? Вот, и у них не получается. А мы попробуем спаять его, то есть вот этот союз любовью, и там увидим, что прочнее. Но любовь не действительно прочнее. Вот. Кто хочет быть первым, да будет всем слугой. Господь делает это сам, бывает ноги ученикам и учит нас, что даже вот в семье, например, родители же тоже являются учителями для своих детей. Но чтобы это учительство не было подавляющим, чтобы оно не было таким назойливым. Да? Авторитетным. Да, оно должно быть авторитетным, не авторитарным, а авторитетным. Авторитет от слова английского authority, да, то есть власть. Потому что ты делаешь правильно. А правильно может делать только тот, кто не думает о себе, тот, кто поступает не эгоистично. Ты в каждой ситуации, вот ты оказываешься прав. Почему? Потому что ты делал не для себя. Ты думал так, как лучше для других. И раз за разом ты оказываешься прав. И на этом строится авторитет. Да? Такое уважение. Ну, какой бы привести? Здесь вот прям пример напрашивается. Пример. Ну, вот старцы, пожалуй, да, возьмем, вот, например, в церкви. Но кто пользуется настоящим авторитетом? Люди, которые отдали себя на служение. Ну, из наших, например, из современных, отец Кирилл Павлов, да, отец Андриан Кирсанов, отец Иоанн Христианкин. То есть люди, которым ехали. Но они служили так, что у них ничего для себя практически не оставалось. То есть у них не было периодов отдыха. Или вот отец Власий Перегонцев, который представился не так давно из Пафнутия-Боровского монастыря. Так ему каждый день шли люди. Вот с утра день начинается, и уже толпа людей у ворот монастыря, и целый день осаждают только вот как бы, чтобы к нему попасть. А он постоянно и болел, и все. Но человек себя отдает на служение. И в этом его авторитет. То есть люди будут чувствовать, что он говорит не то, что ему выгодно, а то, что действительно человеку надо. Иногда неприятно. Но правду. Другой момент. Это снисхождение. То есть Господь постоянно с неблагородными людьми. Неблагородными в каком смысле? Это люди не богатые обычно. Хотя и богатые тоже есть. Чтобы никто не сказал, что, допустим, Господь отрицает богатство. Богатые тоже есть. Иосиф, Никодим. Изакия, да. Но он, Изакий тоже, да. Но ученики его в целом люди простые, люди не ученые. То есть это не мудрецы. Хотя и мудрецы тоже были. Павел, допустим, апостол, да, тот же, опять же, Никодим. Но большей частью это, знаете, вот такой по нашим временам уровень среднего образования. Вот, профессиональное училище. Вот так. Среднее образование такой человек, водитель, скажем, да, или
сварщик или слесарь, да, ну такой. То есть это были рыбаки. Но Господь именно рядом с ними. И он и ест, и пьет с заблудшими. Да, вот это женщина-блудница. Если бы он знал, какая женщина к нему прикасается, да, Господь это знает. Но он как раз своей чистотой-то и Ее очищает. да, он ее очищает. Вот я очень хорошо запомнил фразу одну. Спросил как-то женщину пожилую. Я говорю, что такое вообще вот настоящая человечность? Почему-то у меня такой вопрос родился в голове. И вот в чем настоящая красота, благородство человека? Она в чем? Она так серьезно отнеслась к вопросу, подумала и сказала такую вещь, которая мне очень запомнилась. Она говорит, это снисхождение к другим людям. То есть это желание постоянно помогать бедным, прощать своих врагов, снисходить до маленьких. Вот когда ты с незнатными людьми, когда ты вот с такими вот опустившимися людьми, и ты их не гнушаешься, вот это и есть настоящее благородство. Я подумал, вот как точно, да? Как точно, как красиво. Потому что если ты жмешься к тем, кто власть имеет, тем, кто имеет деньги, а в чем же здесь сила? Это их сила, но это же не твоя сила. Это получается, ты как раз и показываешь свое бессилие, пытаясь получить силу, допустим, обивая какие-нибудь министерские кабинеты, правда? А когда ты идешь к падшим, ты показываешь свою силу. То есть ты не боишься, что у тебя ее заберут, ты не боишься ей поделиться. Понимаете, да, вот это вот. Вот в этом сила Христа. Что Он вошел вот в нашу жизнь, ее глубину. И сегодня ведь это все продолжается. Вот возьмите обычный стандартный приход. Обычный, любой сыктывкарский мысленно возьмите его, церковь, и скажите, много там, вот в этом приходе, людей, скажем, миллионеров. Много там академиков или докторов наук. Много там людей, обладающих такой вот большой властью. Ну, скажем, там, способных принять государственных решений. Много там генералов или полковников хотя бы. Вряд ли. Немножко есть, да? Ну, сколько там? 1, 2, 3, может, наберется. И то не в каждом. У нас, вот, например, в нашем приходе я даже, по-моему, никого такого не знаю. Да? Все люди, вот, что называется, простые. Простые. Угу. Ну, то есть бывает, но это скорее исключение. Да. Вот крестный ход был сейчас. Крестный ход. Да. Вот, конечно, бывает и в крестный ход тоже Великорецкий приезжают люди, бизнесмены, люди, которые большими деньгами ворочают, люди там, скажем, в спецподразделениях каких-то служащих. Ну, большей частью, вот я недавно общался с одним человеком, отсидевший в тюрьме человек, там, порядком, 8 лет, что ли, или больше. Такой печник. Знаете, вот заядлый крестоходец. То есть все про это знает, все может рассказать. Таких людей много. И вот он рассказывал, как он пришел к Богу. То есть как он покрестился, как он как раз в тюрьме вот стал об этом думать. И среди нас много таких. Апостол же так и говорит, Павел, да? Посмотрите, какие братья. Много ли среди вас знатных, богатых? Нет. Немощные мира избрал Бог, чтобы посрамить премудрых. Чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Чтобы никто не хвалился перед Богом, что вот я такой земными достижениями. Да? Бог как раз действует через простоту. Я много уже рассказывал эту историю, как я квартиру как-то раз дырно себя освещал. Вот. И такой искренности, такой любви, такого богатства, как там, женщина там одна растит 3 или 4 детей, и еще подумывает, работает поваром в садике, еще подумывает, не взять ли, не потянет ли она еще взять на воспитание кого-нибудь под опеку, кого. Вот. Так вот в деревянном доме живя. Вы знаете, вот, очень запомнилось. Единственная квартира была за все годы, где все было приготовлено. Никто не спрашивал, что надо, но все было приготовлено. Святая вода, капельница, салфеточка, вот все. Там живут спокойно. А подарок, плату я там получил самую большую в жизни. Была картина, написанная руками дочери. А дочь-то тоже учится плохо. Что-то там на вечерней школе, там на 2-й год остается и так далее.
ну, картины настолько искренне написаны и настолько искренне подарены, знаете, вот человек действительно кусочек сердца с этой картины оторвал и подарил. Ну что, разве это оценить каким-то деньгами? Вот Господь такой, вот как он учитель такой. Я сейчас вспоминаю нашу учительницу, мы когда поступали, то есть когда я учился в школе, вот в нашем классе был один мальчик, который был очень проблемный. А класс у нас был гимназический, туда наоборот старались всех собрать по каким-то способностям. Вот. А он до 9 класса вплоть писал печатными буквами. Вот он был из неблагополучной семьи, он такой драчун, хулиган. Его просто никто не взял. Когда после 4 класса всех перераспределяли, классы перетасовывали, его никто не взял. А наша учительница, вот, ну, она действительно такой, вы знаете, интеллигент, воспитанный. Сейчас объясню, что такое интеллигентность. Она его взяла. Потому что она вот так была воспитана, что кто хочет быть первым, да будет всем слугой. Интеллигентность – это способность как раз носить тяготы других людей. То есть переживать чужую боль как свою собственную. Всю боль мира пускать через себя. Вот это и есть интеллигентность. Вот. Господь, как учитель, действует деликатно. Вот Он растит своих учеников. Мы сегодня уже привели с вами пример касательно дачи, касательно такого выращивания растения. Вот у растений есть свой определенный вегетативный период, да, который оно растет. Вот у человека также. Иногда мы видим в учителе такое вот раздражение, да, нетерпение. Ну как ты вот это не понимаешь? А настоящий учитель, он ведь не дает готового ответа. Он дает возможность ученику самому, да, потрудиться, ошибиться. Терпение. Да, через терпение подумать еще раз, да, сделать по-своему, если он наставит. Ну сделай, хорошо, убедись. Ты убедишься, что не так. И вот Господь растит своих учеников от простых житейских нужд. Вот ловля рыб, да? Ну что, апостол Петр, вот у него всю ночь ловили рыбу, не поймали, трудились. У него понятная человеческая нужда. Надо идти домой, там жена, там теща больная, там дети. Вот. И он огорчен этим ловом рыб, но он все-таки вот по уважению к учителю, он тогда еще не понимает, что Христос это Сын Божий. Он просто видит его как человека. Да? Но по уважению к учителю, к духовному наставнику, он предоставляет ему свою лодку. Хотя уже надо вот сети, сворачивать, идти, отдохнуть, потом на следующую ловлю идти. И чем он вознаграждается? Он, во-первых, получает такой лов рыб, что не могут вытащить даже сеть. А во-вторых, он духовно прозревает. То есть он говорит: Господи, уже Господин меня называет, выйди от меня, потому что я человек грешный. Он чувствует свою греховность. Это очень важная ступенька. К Богу невозможно прийти, пока ты не чувствуешь себя больным. Пока ты не почувствуешь себя нищим духом, вот, нуждающимся в враче, да, что тебе нужен врач, нужен спаситель, что ты не можешь сам победить страсть, что ты не можешь сам любить, например. Вот хочешь любить, но не можешь. И пока ты не заплачешь об этом, ты не сможешь. Да. Блаженный плачущий. Но с другой стороны, назвать его сентиментальным, вседозволяющим нельзя. Мы часто видим и гнев, праведный гнев. Да? Если наш гнев, он бывает эгоистичным, самолюбивым, то в Иисусе Христе гнев праведный, потому что он сам безгрешен. Это гнев против греха в нас. Обличение, горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, как мы это будем сегодня читать. Яко одесятствуете мятву и копри, кимен, и оставите вящее закону суд и милости веру. И вот много раз горе вам, горе вам, горе вам, горе вам, смеющийся ныне. Да? То есть это предупреждение, это очень строгие предупреждения. Это вовсе не образ такого добренького учителя, который бы мы сейчас, сегодня бы хотели видеть. Он предупреждает о том, что люди пойдут в ад.
многие, да? Ад, который приготовлен дьяволу и слугам его. И люди, которые не оказали милосердия ближним, они пойдут туда, он об этом предупреждает. Он предупреждает о конце мира, о том, что солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды спадут с небес. Вот, о том, что бегите в горы, спасайтесь и так далее. Поэтому, мне кажется, в этом плане как раз Бога-то мы недопонимаем. Мы как бы хотим от него только такой вот только милости, всепрощения, доброты. А Бог это действительно любовь. Но любовь, она ведь настоящая любовь, она ведь и наказующая, она требовательная, она строгая. Любовь – это ведь огромная дисциплина. Так? Он требует целомудрия от учащих. То есть, что мы, естественно, мы тоже становимся учителями по его примеру, учителями земными, духовными. И вот он говорит. На Моисееве седалище седоша книжницы и фарисеи. Вся оба илика рекут вам блюсти, соблюдайте и творите. По делам же их не творите. Глаголют бо и не творят. Связуют бо бремена тяжкие и бедни носимо. И возлагают на плеча человеческое. Перстом же своим не хотят двигнуть их. Он укоряет тех людей, которые глаголют и не творят. Мы с вами отсюда возьмем тот урок, что если человек говорит правильно, но даже не живет так. Вот, допустим, священник, ну, скажем, много говорит о трезвости, а сам нет-нет, да и попивает. Ну, бывает такое, да? Сейчас не часто, но всяко бывает. Но это же не значит, что не надо его слушать. Его надо слушать. Он говорит, все, что вам говорят, делайте и соблюдайте, а по делам их не поступайте. То есть надо слушать и соблюдать. То есть священник говорит правильно, истина, которая звучит даже из грешных уст, она все равно остается истиной. Вот это надо понять. Но человек будет наказан. То есть если он учил и не творил, он сам будет наказан. А ты должен исправить. Христос учит, понятно же, нравственности в первую очередь. Да? Он объясняет Ветхий Завет. По сути дела, он выступает как раввин, как учитель. Он читает книгу пророка Исаии, растолковывает ее. Большая часть того, что он учит, говорит, это так или иначе взято из Ветхого Завета, просто раскрыто в новозаветном понимании. Блаженны кроткие. Эта фраза, она прямо была в Ветхом Завете. Да? Вот. Да, сама. А милосердие, ну неужели не говорилось в Ветхом Завете? Все притчи Соломонова, они все наполнены этими поучениями о помощи бедным и так далее. Поэтому Господь учит нравственности, но Он учит и практике. Он учит молитве. Спрашивают, как молиться, Он учит молитве. Он учит посту. Сам постится и учит посту. Учит изгнанию бесов, дает ученикам власть такую. Учит исцелением, дает власть такую исцелять. Да? Учит творить чудеса. Сейчас очень многие люди так мечтают, да, творить чудеса. Всякие школы сейчас волшебников там появляются и так далее. Кружки там для девочек, школа волшебства. Вот Господь учит этому, учит, как творить чудеса. Но это чудеса не магические, не оккультные, это чудеса во имя Божие. Что можно двигать горы, только язык должен быть чистый. Обиды надо все из себя убрать, и надо просить без сомнений. Что у нас мало святых, которые двигали горы? Немало, и в наше время таких достаточно. Но самое главное его особенность, его неповторимость, то, что самое главное в нем – это он сам. То есть это не только его учение, это не только его пример даже, это он сам. То есть вот сама его личность. Он не просто пророк, хотя и говорит как пророк. Он не просто учитель, хотя и выступает как учитель. Да? А иногда, кстати, спрашивают, говорят, ну что нового сказал Христос? А самое главное то, что он сделал. То, что он пришел в мир. Да? То, что в нем Бог воплотился. То, что, как сказал апостол Петр, что ты Христос, помазанный, Сын Бога живого.
То, что он преобразился на горе Фавор. То, что он умер за нас. Только он мог умереть за всех остальных людей. Как Бог. Потому что если бы он умер просто как человек, то его смерть искупительная, она не распространялась бы на всех. На смерть как Бога воплощенного, да, как Творца, Отца Небесного, Творца всех, она распространяется на всех. Искупительность. То, что он воскрес из мертвых. Причем это было не оживление, а именно воскресение, то есть новая жизнь. То, что он восшел на небеса, вознесся в небеса, то есть открыл нам путь к Богу. То, что он послал Святого Духа от Отца. Поэтому для нас самое главное это принять его в себя. И в церкви для этого существует таинство. Да, таинство крещения, когда мы соединяемся с Христом через погружение в воду. Таинство причащения, самое главное, вкушение в себя его тела и крови. Таинство покаяния, когда нам даются прощение грехов. Вот это и есть, так сказать, итог учительства – отдать себя целиком. То есть учитель – это не профессия, и даже не просто призвание. Да? Учитель – это дело всей жизни. Если ты хочешь быть настоящим учителем, это ты должен вот так вот с юности пошел, и до последнего вздоха, сколько ноги носят, ты должен себя этому отдать. Да. Так же, как и врач, так же, как и священник, так же, как военный. Вот это должно быть делом всей жизни. Господь это показал. Ни раньше, ни позже, именно с 30 лет, потому что до 30 лет было нельзя. Позже как будто уже чем-то другим занимался, да, вот он именно в 30 лет начал служить. И до смерти. До Христа. На Христе он тоже учил. Какие, например, какие поучения он сказал с Христа? Как он продолжал свое учительское служение вот именно в последние часы своей жизни? Ну, он, во-первых, проявил милосердие к бандитам. К разбойнику, да. Разбойнику. И там спасал, и там пришел грехи, Да, и там освобождал. Он был рад за него, что он осознал свои... Сегодня же со мною будешь. Да, и он понял, что он откровенно, вот, тоже же учение. Да, что конечно. Прощайте. Конечно. Прощайте врагов своих. Да. Он молился за врагов, да, Господи, прости им, не ведают, что творят. Это же были не просто слова вслух, это была молитва. И действительно, молитва, хоть сказанная вслух. А мама своей помню. О маме забота. Да, очень рядом был. Соединяет их. Передавались целиком филологи. Чтобы он забылился. Свершилось вот это последнее Да. слово, как бы подытоживающее, да, последнее, то, что он сказал. Все. Да. Потом молчание. Как вот переносить страдания. Эти разбойники два сначала оба над ним насмехались. Представьте, когда человек с пробитыми руками и ногами мучается, я думаю, что там очень многие ругались, проклинали и просто кричали, ну, вот как-то выплескивали, да, свою боль. Господь показал, что мужественно. Даже когда ты не за себя страдаешь, за других, вот это надо претерпевать, переносить. Это тоже учительство. Учить можно словом, учить можно и молчанием. Я вот когда еще написал книжку Иисус Христос как власть, еще я понял, что он, когда врачевал, Христос тоже учил через исцеление, то есть дал исцеление, он освобождал от греха, иди и больше не греши. То есть грех был основной причиной болезни, поэтому он освобождался от греха, но и наставлял его, чтобы он больше не грешил, и значит больше не болел. Вот. И когда вот из себя он тоже управлял дикость. Точно. Когда женщина исцеляется Да. кровоточивая, Да. чтобы она проявила веру, чтобы сказала. Он знает, кто, но важно, чтобы она сказала.
И тогда вот эта вера ее спасает. Женщина, Да. вера твоя спасает. Женщину хананьян. Хананьянку тоже не сразу, не отвечает, испытывает, Да. смиряет. Мгм. И разная вера у людей, но на разную веру по-разному отвечают. К Иаиру идет домой, Да. к сотнику по слову его, да, велика вера твоя. И Захея Богатыря. Вот слезть его. Он пришел к нему домой, и тогда уже спасся и дом, и Захея, дом его. Попробуйте по аналогии. Вот вы почувствовали тон рассуждений, и вы должны знать Новый Завет. Какие еще примеры, случаи, слова, они раскрывают именно особенность педагогического служения Христа, которые могут стать назидательным для других людей. Вот учитель, который действительно хочет стать искренним педагогом, наставником, тренером, он может, молясь и читая Евангелие, он может этому следовать. Попробуйте предположить, какие притчи, какие чудеса. Какими приемами пользуется Господь? Вообще, его педагогические формы какие? Сегодня педагоги пользуются презентациями, фильмами и так далее. А вот Христос как учит? Ну, своим примером. Пример. Но самое главное, что в его учительстве? Главная форма передачи. Притчи. знания. Ну, даже вот, когда трапеза была, когда Мгм. его, как он ноги мыл Мгм. всем ученикам. Это конкретные действия, наглядный пример. Да? Да, Проклятие смоковницы, растирание колосьев в поле. Да? Взяли и поели. Как вот объяснить правильное понимание субботы? То была суббота, и их упрекали, что не надо растирать. А он как раз очень много ведь боролся, иногда даже специально как будто драматизировал, совершал что-то в субботу, чтобы показать правильное отношение к субботе. Да? Суббота – это день для Бога, не день для безделия, день для Бога. Вот. И ну, проголодались, все взяли и поели. То есть, если ты служишь Богу, то не загрожай рта у вала молотящего. То есть, не опускайся до вот этих мелочных запретов, не в них спасение. Они должны сдерживать грех человеческий, но они не должны сдерживать дела правды. Если что в субботу выдумывать, что там не растирать колосья в руках. А если люди идут, путешествуют, паломничают, да, служат другим. Что это не накормить, там не исцелить около живот. Да. Когда он несколько лет уже страдает. Увидятся ли они еще? Может он, проходя в эту синагогу, пришел. Да, и человеку, вот, может, тоже не каждый раз приходит. Вот они встретились, вот человек, и ты имеешь власть исцелить. Почему мне исцелить? Неужели суббота этому препятствует? Вот. Не человек для субботы, а суббота для человека. Да? Она должна учить этому Тем более он, богослужению. Христос это же Бог, а Бог создал 7 дней, только 4 субботу. Он творит Да, субботу. это тоже А Божье. не люди. Целый неделю. Вот. Я хотел сказать, что Господь в основном пользуется словом. То есть он это слово. Вот, мне кажется, сегодняшняя педагогика, она подзабыла силу слова. Вот как-то увлеклись картинками, презентациями, наглядностью, какими-то играми и так далее. Да? Все-таки... Вышками, А чем? вышками, такими яркими примерами. Да. Вот. А все-таки картинка остается в глазах и остается в голове. Она остается в уме. Она быстрее понимается, она запоминается, может, лучше. Но слово достигает до сердца. До сердца, то есть до сердцевины души, да, то есть до глубины души, где вот как раз это наш дух служения Богу или служения себе, только слово может дойти. Муж силен словом и телом. Поэтому он, конечно, говорит, проповедует, учит. Я тоже не так давно понял силу слова по сравнению с
так называемой наглядностью и тоже стараюсь вот больше общаться вживую, да, нежели что-то показывать. Потому что картинки, они привлекают к себе, но до сердца не доходят. А какими приемами речи пользуется Христос? Вот именно приемами речи, литературными приемами. Ну вот Денис одно сказал, это притчи. Притчи, да. Это форма речи, да, это история, запоминающаяся, яркая, такая, требующая додумывания, истолкования, немножко прикрывающая духовные истины, то есть не выставляющая их на показ, чтобы не метать бисер перед свиньями. А еще какими приемами? Вспоминайте уроки русского языка. Итак, какие еще есть приемы речи, письменные, устные? Да, метафоры. Что такое метафора? Да. Переносный смысл. Да? Но духовные сущности вообще напрямую изобразить невозможно. Они передаются только всегда в метафорах. Пшеница, например. Притча о зернах. Поле. Угу. Еще. Какие еще приемы? Такие вот созвучие слов, да, слова, игра даже слов. Не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены, давайте и дастся вам. Ну, то есть то, что легко запоминается. Слова близкие, они как бы соединяются в одно такое поучение. Угу. Всегда ли он отвечает людям напрямую? Люди часто спрашивают, всегда ли он отвечает напрямую. Иногда не отвечает. Да, даже на последних допросах, да, на вопросы Пилата, на вопросы первосвященников не отвечает. Иногда его люди просят, и он не отвечает. Пожалуйста. Хананьянки, да. До конца не ответил. Иногда отвечает вопросом на вопрос. Да. Это не хитрость, это не уход от вопроса. Это понимание того, что люди не могут услышать правильный ответ. Он же говорит, ты это сказал. Да, то есть ты сам сказал, твоими устами буду судить тебя. Да, то есть верно говоришь. Когда его спросили, какой властью ты это делаешь? Когда он порядок в храме наводил, его спросили, какой властью ты это делаешь? Его власть была власть Творца, власть законодателя, власть Бога. Но он не мог об этом сказать, потому что люди явно не были готовы принять. Они уже как бы предчувствовали, догадывались, но они не принимали эту власть. И как он отвечает? Вопросом на вопрос. А я вас тоже спрошу об одном. Отвечайте мне. И тогда отвечу вам. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человека? Они между собой совещаются, говорят, если скажем с небес, то он скажет, почему же вы ему не поверили? Ведь Иоанн говорил, что вот Агнец Божий. А если скажем, что от людей, то народ нас побьет камнями. Потому что все считают Иоанна за пророка. И они говорят, не знаем. То есть знают, но не хотят признать. Как рассказывал отец Олег Синяев, говорит, в Библии же есть пророчество о том, что Христос придет, когда отнимется власть царская от рода иудейского, и там в течение определенного периода времени. Он говорит, вот я одному учителю задал этот вопрос иудейскому. То есть вот, пожалуйста, смотрите, все по пророчеству. Он говорит, я понимаю, о ком вы говорите, но это не он. То есть, я понимаю, что говорите об Иисусе Христе, но это не он. То есть мы его все равно не признаем, хотя пророчество неопровержимо сходится с нами. Вот так же здесь. То есть понимают, но не признают. А да, как? И я вам тогда не скажу, какой властью это делаю. Не скажу. То есть, раз вы не признаете, а какой смысл тогда говорить? Многим запрещал говорить, что он Христос. И ученикам говорил, не сказывайте никому. И исцеленным многим говорил, что не рассказывайте никому. Сравнение, да, такие вот гиперболические, 10 тысяч талантов, да, и 500 динариев, противопоставления, парадоксы. Парадоксы это то, что как бы против парадокс, да, то есть против веры, вроде бы, это что такое неожиданное.
противоречие такое кажущееся. Это в случае, когда женщина помазала его миром, и вот он говорит, задает вопрос, да? У одного было должника, у одного взаимодавца было должника, 1 500 должен, другой 50, и кто больше его возлюбит? Тому, кто больше простил. А по отношению к женщине он разворачивает эту фразу, разворачивается смысл, говорит, прощают ее грехи много за то, что она возлюбила много. Логика нарушается, да, парадокс. Так вроде бы только что говорил, что ему простилось, и он в ответ возлюбит. А женщине сказано, прощается за то, что она возлюбит. Сначала возлюбила, а потом прощается. А есть ли тут противоречие? На самом деле там противоречия нет, просто это процесс такой цикличный. Тебе прощается, ты любишь в ответ. Ты любишь, тебе прощается. Такое вот восхождение к Богу. Еще мне нравится сюжет о Марфе и Марии. Слушай, Марфа вроде бы много суетилась о многом, готовила большое угощение. Вроде бы ее надо как бы уважить, а Мария села много слушала его слова и не помогала сестре в ее хлопотах по дому. Так вот, говорится, Мария, слушайтесь и Бога, который не отменит нельзя. Он не осуждает Марфу, но Мария сделала больше дел. Такой пример. Понятно. Хорошо, ну кто-то еще может, что у вас есть в душе, поделитесь. Что можно сказать об Иисусе Христе, как учителе, как наставнике? Давайте разберем вот этот вопрос. Почему он говорит, что никого не называйте себе учителем на земле? Что это значит? Может быть, это не сотвори себе там. Кумира, да. Ну да. Угу. Не будь подобным человеку, чтобы там. Ну, то есть никакого человека, кроме самого Христа, Да. не принимай как полную истину. Потому что всякий человек ложь. И это, конечно, не значит, что мы, скажем, школьного учителя не можем называть учителем. Мы можем, да? Вот. Но мы не можем его называть в смысле, как, скажем, в восточных практиках. Вот есть там гуру, да, такие вот учителя, которые являются истиной в последней инстанции. Вот. У нас многие святые носят титул учителя церкви. Иоанн Златоуст, да, вселенский учитель, святитель, Василий Великий, Григорий Богослов. Но их учительство в том, что они передают нам учение Христово. Ведь он сказал перед Вознесением, что идите научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я заповедал вам. То есть он заповедал, а не учит. А вот в протестантизме получается такой парадокс. То есть там пытаются буквально исполнить эту заповедь. Ну, например, иногда упрекают, что вот, в православной церкви священников называют отцами, а в Евангелии написано, что не называйте себя отцом никого на земле. Да? Вот. И пытаются, говорят, ну вот батюшкой можно называть, отцом нельзя. Вот, да, такая словесная эквилибристика. Вот. И то же самое с учителем. Но фактически, допустим, учителем не называют вот это слово, потому что в Евангелии написано, а в реальности учителей себе создают. Потому что каждая секта, каждая ветка протестантизма, она имеет определенного учителя. Лютер, Кальвин, Иоанн Гус и да, Джозеф Смит и так далее, и так далее, и так далее. От него идет, то есть у них есть фактически этот учитель. Ну, пускай его так и не называют. Вот в этом смысле нельзя, да, то есть человек, который что-то особое сказал, такое выше всего церковного учения. В таком смысле называть нельзя. Ну что, времени уже много, силы, наверное, можно еще дальше учить, наверное, Господь тоже вот, он учил способность людей вместить. Говорит, много еще имею сказать вам, да, но не можете сейчас вместить. Также и мы, наверное, долго слушали, но
вместить можем. И все сказали. Да, не все рассказали. Вот. Но, кстати, иногда слушали долго, до голода, да, что прямо хлеба Да, надо было идти да. купить. Да. То есть и так учил, увлекательно учил. Вот обычно 45 минут у человека, вот, вместимость такая души, 45 минут. Потом надо делать перерыв. Кстати, и Христос учил прямо от рассвета до заката. Прямо, Да. что забывали, что они хотят есть, Мгм. что у них есть и семьи какие-то политические потребности. До усталости, До усталости, да. до полной усталости. И человеческой усталости, и своей собственной усталости. Да. Спал на корме под брызги волн. Да? Иногда отпускал учеников, говорит, идите туда, а я еще останусь. То есть продолжал принимать людей, вот учить, уже понимая, что ученики утомились, а все равно, а сам продолжал служить. Ночью рано вставал, или ночь напролет молился. Сам вел очень скромной жизни, одевался скромно, вел себя аскетически. Внешний вид это целая отдельная тема. Да. Кстати, мы забыли сказать вначале, что вот мы не только вдвоем с Денисом сделали эту тему. У нас еще два соавтора. Да. Нина Михайловна Мищенко и Татьяна Болеславовна Истомина, покойная уже. Ныне. Она начинала с нами эту статью разрабатывать, потом представилась Господу. Вот очень важный в тот же момент открывается. И учитель должен к этому стремиться, и ученик. Ничего не делать в одиночку. Господь всемогущ, а вот обратите внимание, как Он доверяет, то есть как Он делегирует. Почему мы молимся святым? Меня, кстати, этот вопрос очень долго интересовал. Я не находил на него ответа. Потому что понятно, что Бог всеведущий, Он знает все наши нужды. И об этом в Евангелии сказано. А зачем тогда вот нужно молиться святым? Или, лучше сказать, через святых. Ну а почему? Бог же сам, Он уже мог напрямую бы каждого человека, вот, Он слышит, Он знает прежде прошения нашего, Он может все исполнить. Он делегирует, Он доверяет, да. И это верно, но тут, мне кажется, еще даже больше есть кое-что. Он хочет, чтобы мы были связаны все, не только с Ним, а друг с другом тоже. Вы знаете, как родители, например, глядя на детей, требуют, чтобы те жили в мире. Вот, допустим, подходит к тебе ребенок, да, там что-то просит. А ты говоришь, а ты там с Машей помирился, допустим, или помирилась? Нет, вот когда помиритесь, тогда и уже и пойдем там, допустим, смотреть кино. То есть важно, чтобы дети были в мире, чтобы они были друг с другом связаны, а не только каждый по отдельности был в хороших отношениях с тобой. Да? Вот мне кажется, Господь, Он так строит церковь, чтобы мы здесь на земле были все друг с другом во взаимосвязи. Каждый связан с каждым. Вот это идеал церкви. Каждый связан с каждым. Вот. И в небесной церкви. Да? Чтобы вот святые, они там не бездействовали, а они исполняли дела Божьи. То есть то, к чему они привыкли здесь, на земле. Поэтому и мы с вами здесь на земле должны привыкнуть к этим делам Божьим. Николай Чудотворец. Почему такой чудотворец? Потому что на земле то, к чему привык, что полюбил тебя, то и продолжил на небесах. Поэтому давайте становиться чудотворцами. С такого, с малого, вот поделиться своим, да, передать. Вот, кстати, всем домашнее задание. Вот вы сегодня послушали, что, не все, но что-то же останется в душе. Обязательно это надо передать. Передать дальше. Родным, знакомым, незнакомым, изложить как-то, предложить следующую статью в развитии, да, вот этой темы, как-то пересказать, осуществить, воплотить, нарисовать, воплотить по-другому. То есть обязательно надо это передать дальше. Потому что то, что ты оставляешь себе, оно не приносит плода. А когда ты это отдаешь, передаешь, взращиваешь, преображаешь, транслируешь, вот тогда оно становится уже твоим по-настоящему. Понимаете, да? В чем вот смысл? Чтобы на тебе вот эта цепочка не остановилась.
передай другому и скажи ему, чтобы он тоже дальше передал. Видите, Денис мне передал, с ним оплатили, женщины приобщились, с вами поделились, теперь вы тоже дальше. И, кстати, церковь так и устроена. То есть от него передается ученикам, примите Дух Свят, да, которым... Да, Петрович апостол уже рядом. Заповедуем. Церковь апостольская от слова посланник, да, посланный. Мы все посланы в мир, чтобы творить его Божье. Вот. Ну, на этом и закончим. Да, не все еще, не все разобрали, можно взять статью целиком, посмотреть, почитать. Вот. Ну и, да. А статья есть на сайте, у нас есть сайт, вот куда Дениса создан. У меня ВКонтакте на страничке, если вы зайдете в профиль, там есть ссылка на сайт maximstыров.prav.org.ru. Ага, Там на сайте есть раздел статьи, и есть прямо статья «Иисус Христос как учитель». Полная версия. Вот можно скачать, посмотреть, подумать, додумать. С вашей странички. Да. Со странички есть переход. Что я думала, может, у вас какие-то, может, брошюрки есть? Ну вот, если хотите, могу вам подарить вот распечатанный есть один экземпляр. Это правда короткая версия. Короткая, да. Кто не может распечатать, скажите, у кого нет технической возможности распечатать, вот, возьмите. Вот. А еще, может, какие-то вопросы, дополнения? Я почитаю и отдам почитать. Да. На приходе. Да. То есть я не себе лично, я себе потом передам. Ну, если кому-то приходится служить педагогом, учителем, то будем молиться, чтобы Господь наставил. Но вот были такие ситуации педагогические, сложные педагогические ситуации, когда не знаешь, как донести, как объяснить, как наказать, как научить. И молишься со словами, что, Господи, это наше общее дело. Научи меня, вразуми меня, наставь меня, как правильно сделать вот это, как решить эту ситуацию. И Бог посылает. Потому что Он хочет, чтобы мы были Его посланниками, представителями в этом мире. Вот, обращайтесь к Нему с горячей молитвой за детей, за учеников, за воспитанников, за студентов, за аспирантов. Вот. И Господь подскажет. Потому что один у нас учитель, один наставник — это Христос. Еще я появился на мысли, когда не в тему нос, когда родители Христа, чем маленького провели в Иерусалим на праздник Пасхи, то потеряли его. И обрели только через 3 дня в храме. Он сидел среди учителей и слушал их. Да. Учителей и нравились. И говорит: чадо, что ты сделал с нами, мать его? И отец говорит: мы искали тебя, а ты вот нас огорчил, и он как будто оставил. И он послушался их, и родителей пришел к себе дороги, но у них подчинение. Вот это вот послушание. Умение слушаться. Да. Умение слушаться. Хороший учитель тот, кто умеет слушаться. С этого началось, по-моему, все учительское служение Христа. Да. Послушание Отцу. Даже до смерти. Спасибо, Денис. Да, очень важная нота, на ней вот мы и завершим. Спасибо всем, дорогие друзья. Благодарим за участие, за общение с нами. Христос воскресе! Поистине воскресе!